Утром пасмурного понедельника барабанная дробь подбадривает дух. Четким строевым шагом курсанты Горского кадетского корпуса приветствуют высоких гостей. Каждая неделя в военном заведении начинается с традиционного построения на плацу и поднятия флагов. Этим летом на базе кадетского корпуса открылся новый спортивно-тренировочный комплекс. Такой подарок кадетам преподнес депутат Государственной Думы Российской Федерации Бикхан Барахоев. Первым делом гостю показали, как сегодня функционирует бассейн. Хорошо, отдышались. Плавательный бассейн построен по европейским технологиям и является полуолимпийским, что упростит подготовку кадетов к поступлению в морские вузы страны. Ну а далее гости отправились в актовый зал. Здесь их ждал разговор о важном. Тема встречи – День матери. Не по возрасту серьезные кадеты. Родителей они видят всего раз в неделю. Но несмотря на всю строгость устава, нежность и любовь к мамам ребята не растеряли. Бикхан Барахоев, невзирая на высокий статус, с первых минут расположил к себе слушателей. Встреча прошла в теплой обстановке. Гость немного рассказал ребятам о своей большой семье, где он был младшим сыном, о маме, которая достойно воспитала 8 детей. Чем старше становятся наши мамы, они бывают похожи уже на детей. Когда мы были маленькие, они о нас заботились, наши мамы, наши матери. И чем они старше становятся, они бывают как дети сами. Им нужно наше внимание. Моей маме 86 лет. Она жива, здорова. Ламус Думаркоп, но внимание для матери от своих детей. Мы для своих матерей всегда дети. Взрослые 40 лет, 50 лет, 60 лет. Мы для них всегда дети. И я это всегда ощущаю рядом со своей мамой. Далее гость ответил на вопросы кадетов. Спрашивали о карьере, о роли матери в выборе профессии, о любви к родине. Депутат старался отвечать максимально открыто и просто. Была возможность у меня, не было возможности. Я всегда старался прилетать домой хотя бы месяц один раз. Всегда старался. Я это делал. Так что я не ощущаю себя москвичом. Я и мысленно, и так, и духом всегда со своей Ингушетией. Всегда. Также свои вопросы кадеты смогли задать зампреду правительства, министру образования Ингушетии Эсет Боковой. Ученики поинтересовались, будь она сегодня на их месте, какой вид экзаменов она бы предпочла. Возможно, будучи выпускником на вашем месте, я выбрала бы, полагаю, что так будет проще, устный экзамен. Но здесь, ребята, я думаю, вы со мной согласитесь, особенно старшеклассники, которые уже знакомы с КИМом, с контрольно-измерительными материалами, да, которые содержат материалы предмета. Здесь практически есть возможность, начиная с малого, получить высокий балл. И определенные позиции, которые вы не дотянули до высокого балла, дают вам возможность поступить в вуз с менее завышенными претензиями, да? С менее доступным входом. Поэтому непосредственно сейчас, на данный момент, я выбрала бы единый госэкзамен. И, ребята, в преддверии итогового сочинения желаю вам всем успехов. Также вице-премьер раскрыла свой секрет успеха в достижении целей – красных дипломов, золотых медалей и руководящих должностей. Это трудолюбие и дисциплина. В целом это мероприятие было посвящено именно матери. Оно имело очень большую духовную ценность. Ведь первая обязанность человека непосредственно – это быть обязанным своей матери. Также на этом мероприятии присутствовал депутат Государственной Думы. Это был хороший опыт задать ему несколько вопросов. Это большая честь, что они сегодня смогли приехать. Мы очень рады гостям, не только сейчас, но и всегда. Мы понимаем, насколько матери важны для нас, и хотел бы их поблагодарить за их труд, за их любовь.
Спасибо им. Цикл внеурочных занятий «Разговоры о важном» запустил Минпросвещения России с 1 сентября. Теперь во всех школах и колледжах страны неделя начинается с подобных мероприятий или классных часов. Эта встреча стала мотивацией для ребят еще лучше учиться, идти к своим целям и равняться на лучших. Зарима Ивлоева, Ахмед Горбаков, Новости 24.